дорогие зрители! Сэмбэна! Мы, участники народного фольклорного ансамбля «Урял», хотим сегодня показать рецепты приготовления бурятского блюда бузы. Меня зовут Батуева Ешигма Сандаковна. Меня зовут Цыбикова Аюша Сыреновна. Испокон веков бурят-монголы славились своими сытными, наваристыми, здоровыми блюдами. Одним из таких блюд называется бузы. Широко распространенное, популярное и любимое блюдо – это бузы. Бузом можно украсить любой стол, отмены по вкусу. Бузы – это традиционное блюдо бурятского и монгольского народов. Они ставятся перед самыми именитыми гостями на больших праздниках. Оно очень считается почетным, самым любимым блюдом. Мы начнем делать бузы. Сначала мы делаем тесто. Для этого у нас имеется мука, яйца, соль и теплая вода. Беру чашечку, разбиваю одно яйцо с расчетом на стакан воды. Буду сейчас разбивать два яйца. Беру соль. Рассчитываю на эту фарш, который у нас имеется, где-то 1,5 стакана теплой воды. И хорошенько я размешиваю. Потом начинаю туда высыпать муку. Должно у нас тесто получиться не очень-то тугое, мягкое, чтобы можно было лепить. Когда мы делаем бузы, защипываем же в верхней части, чтобы хорошо оно защипывалось, мягонькое. Тесто делаем. Всыпаю муки на доску и вылаживаю вот это тесто. И прямо руками я начинаю его мять. Мне одна монголка, которая очень хорошо разбиралась в бурятской кухне, раз сказала, что должно быть тесто такое вкусное, мягонькое, чтобы съедался как гарнир вместе с фаршем. Поэтому каждый раз, когда я делаю тесто, вспоминаю ее. Некоторые слишком много яйца ложат. Это получается яичное тесто. Но бывает, что некоторым это тесто не нравится, потому что оно очень получается твердое, тугое. Когда бузу кушаешь, когда остывшую бузу, она вообще бывает, что слишком твердой. Поэтому мои родители, дедушки, бабушки всегда любили хорошее, нормальное, мягонькое тесто. Это тесто готовое нужно отложить на 30 минут, чтобы оно отдохнуло. Пока тесто отдыхает, мы начнем делать фарш. У меня здесь в чашке килограмм фарша. На фарш берем 700 грамм самой хорошей мякоти говядины и жирную свинину, где-то 300 грамм. И 3 лука, 3 головки лука. Лук режем мелкими кусочками, чтобы вкуснее было, чтобы сок побольше было. И добавляем
перец. Перец добавляем и соль. Сюда нам. Сюда добавляем. Лучше, конечно, лук через мясорубку не пропускать. Лучше так резать. лучше резать. Потому Вкуснее что получится. пропущенный через мясорубку лук, очень много в нем бывает жидкости. Оно кислит, горчит, и бульон поза становится невкусными. И Никак. воды добавляем. Где-то Воды. полстакана, наверное. И смешиваем, замешиваем, чтобы не сильно жидким был. Соль добавили. Ну все, наверное, у меня готово. Угу. Вот полежало 30 минут тесто. Я беру это тесто, уже она все разошлась. Я режу его на длинные кусочки. Некоторые раскатывают тесто и делают из него с помощью стакана или какого-то посуды кружочки, а я делаю полосочки, из полосок раскатываю и начинаю грамм, допустим, 25, режу вот эти кусочки. Делаю такие Кругляшки. кругляшки. Когда делаешь кругляшки, пальцы держишь так, чтобы внизу получился, сверху получилось такое видно. Берем теперь эти кругляшки, раскатываем, чтобы положить сюда фарш. Ну, еще большой. Мгм. Раскатывать надо кругляшки так, чтобы в середине немного было потолще, а по краям было потоньше. Тоньше. Когда будем зашипывание делать, было бы удобно и легонько они складывались. Вот и готовы мои кругляшки. Начинаем вот с самого начала, которые были первым сделаны кругляшки. Берем примерно 50 грамм фарша. Вообще-то на одну бузу идет 20 грамм теста и 50 грамм фарша. Так, нужно зашипывать, сделать зашипывание 33. Вот первые бузы сделаны. Мы оставляем здесь небольшое отверстие. Это для выхода пара. Некоторые делают зашипы по солнцу или в другую сторону, потому как удобно, какая хорошо лепит, а какая рука. Поэтому такого, чтобы делать обязательно так, нету. Но Вот это надо бузы. 33 зашипывания Бузы делать. похожи на юрту. Похожи на юрту. Сейчас будем варить бузы. Для этого берем Берем. бузовар и поставили воду греть. Кипятить воду поставили. А сейчас будем
бузы Оставить? ложить на кругляшки. Берем 2 позы, макаем одну, другой. И чтобы быстрее было, ставим так. Можно по одному. Макаем, чтобы она не Макаем. прилипала. Чтобы не порвалась и не прилипала. Бузы должны у нас Так, остаться и после этим. варки целыми, чтобы сохранились все бульоны. Хорошенько макаем и ставим в одну кружочек где-то примерно 6-7 штук. Внутри. Нужно ложить так, чтобы не близко друг к другу, а то могут прилипнуть и лопнуть. Поза варится где-то минут 15-20, не больше. Потому что если долго будет вариться, сок все высохнет. Как готовность позы можно узнать по светлому соку. Потом бузы снимаем Ложку мало. лопаточкой, чтобы аккуратненько не полопались. Бузы у нас готовы. Теперь почаюем. Буряты здесь Нам испокон там веков Не запивают чай горячий, свежезаваренный, зеленый чай с молоком. Вот берем руками бузы Бузы. наши, Бузы. попробуем. Надкусываем немножко. Сок у нас там. Пьем сок. Вот Самый бульон бульон такой. хороший. А потом остальное кушаем. Бузы кушают руками. Берут. И очень аккуратненько. Вилки, ложки вообще неприемлемы. Неприемлемы для поедания. Будем ждать гостей. Бурятар. Холга ереңай шыда, бұл тенегетлі бұғызара күдіржі, туға толы жыл байылда. Аяра холың елі шада, аляға ділігім ғойо. Амар менде, танар менде, Ахадум алхурегамэнде амар. Бузы – это символ бурятов. Бузы – это самые любимые, самые почетные, самые уважаемые блюда. Мы любим бузы. Бузы. Каждый день можно их кушать. Да, да, да.